Хоркты, стрим харкты, лайк ты, би мнодыр. Танте хорлд хахана тебена. Мнодыр. Чё мнодыр? 1 июня, День защиты детей, да? Кигетинде тема юм. Увы, удыр, удыр. Ну, вроде как, точно не знаю. В общем, такие дела. Да. Биндениза хыптеп, камера. Нодер. О чем поговорим-то? Ну, как таковой темы я не планировал. Ну, про свободу слова, получается. Так, текущие дела. Ну, что, продолжаю заниматься своими делами, своими проектами, как я уже и писал. Пока эти дни занят был, некогда было выходить в стримы, что-то делать вообще. Надо, конечно, все равно интерес, я чувствую, людей растет. И этой темой все равно никто не занимается. Но как там на хлеб зарабатываешь? Причем здесь странствие, как на хлеб? Это вообще какие-то вопросы. Это не странствие, это, как бы сказать, целенаправленная работа на самом деле. Странствие. За странствие уголовные дела не заводят. Странствие, блин. Глупый вопрос, если честно. Ладно. Сегодня о чем поговорим? Ну, в общем, Зуртан Халтаров, как всегда, приносит плохие новости. И, в общем, видимо, там второе дело заводится. Ну, скорее всего, 100%, помимо этого первого. То есть там я немножко изучил эту тему. Помимо, оказывается, вот есть список экстремистов и террористов. И это, я думал, как сказать, это практически одно и то же получается. Что экстремист, что террорист. Но у них еще, видимо, градация есть. То есть экстремист — это как бы менее тяжелая какая-то статья. А террорист — это прямо высший топ, короче. И, судя по всему, ну и чем они отличаются? Тем, что если ты без звездочки в этом списке, то ты просто экстремист. А если со звездочкой, то все уже, значит, ты террорист. И, в общем, на моем деле появилась еще и звездочка. Поэтому они, скорее всего, дело заводят по, скорее всего, 205.2. Это типа оправдание терроризма, там все такое. Или призывы. Ну, чуть попозже я узнаю, когда информация какая-то появится. Пока у меня предположение просто. Ну, вероятно, эта статья будет. Не знаю, какая. Короче, когда более подробная информация будет, выложу, конечно. Ну, в США можно гражданство получить.
Да, при чем здесь гражданство и так далее? Как будто бы вот люди, ну я понимаю, для, наверное, основной массы это вот... Я-то этим по-настоящему занимаюсь, а не для того, чтобы там куда-то уехать. Это, понимаете, вот смотрите, если следить в корень, да, вот этой всей темы. Для чего делают так люди? Потому что там стрёмно жить, все зажимает, зарплаты нет, денег нет, уедут там, где, чтобы выжить. Но люди не хотят ничего менять там, где они есть, легче уехать. А я-то хочу изменить. И поэтому такое давление на самом деле. Если б я вот, ну как вот, сотни, да, тысячи, просто вот уехал бы и думал бы, как мне там кейс какой-то придумать, им бы вообще пофигу было. Никто бы не заводил там никакие дела или еще что-то. А это как раз таки, потому что, видите, я же рассказываю про эту систему, про методы ее работы, про вот эту контрэлиту, про вот это все. Ну, просто так же никто не будет делать. Они... Это как, короче, игра с повышением ставок, короче. То есть, что-то я делаю, они делают. Я делаю, они делают. Так что это вот такая вот, как сказать, какая-то игра, короче. Даже не знаю, какой аналог можно сказать. Ну вот, в общем, так. Только в Москву не надо приезжать. Ну, вообще ни в одну страну СНГ, страны Юго-Восточной Азии, ну, много куда въезд закрыт уже. Там даже этих Би-2 же там чуть в Таиланде не взяли. Хотя, если честно, мне кажется, их бы не стали. Это просто пугалка, наверное, была. Потому что, ну, зачем такой кипиш им? Чё они, эти музыканты, там, как будто бы это... Ну, конечно, это другая, как бы сказать, медийность огромная. Но я не думаю, что там они прям целенаправленно этим всем занимаются так. Поэтому... Ну, в общем, для постоянных моих зрителей, для наших оккупированных народов такая вот новость. Для тех, кто случайно зашел, это, наверное, пофигу. А для постоянных зрителей в целом все, что я говорю, так оно как бы и есть. Может быть, конечно, я каких-то деталей там или еще что-то такое, не знаю. Но так в целом, что-то какой-то мне подарок подарили. Байрла. Что за подарок? Я, видимо, подключил что-то такое. 75, что-то такое. Фух. В целом все я правда говорю, как есть. Вчера еще смотрел, так получилось, сразу двух казахских аналитиков. Правда, один, конечно, что-то какую-то немножко пургу метет. Ну, не в плане то, как в Казахстане, а то, как... Ну, другую, ладно, не буду это углубляться. Но я думаю, те люди, которые оттуда, сами представители этого народа, они лучше разбираются, чем рашкинские. Ну и говорят, что на самом деле Казахстан, ну как и многие страны СНГ, они все-таки действительно подчиняются через ФСБ. Ну, короче, смотрите, вот как вообще все это произошло, да, распад Совка? Я думаю, наверное, они хотели, чтобы распад был, но не хотели, чтобы отделение было такое, как оно произошло. И для чего вообще им этот нужен был перезапуск? Для самих сотрудников в те времена КГБ, ну, невыносимо было наблюдать
Вот тут мне еще один подарок подарил Байрла. Невыносимо было наблюдать, как за рубежом люди живут. Понимаете? Внутри самой структуры КГБ они же прекрасно понимали, что никакого коммунизма, ничего такого никто никогда не построит, и это как бы нахер никому и не надо. Но простой народ, они заставляли в это верить. Ну, как через палку. Ну, по сути, это на самом деле и простой народ в это тоже не верил никогда. Просто, понимаете, тут, когда такие репрессии, когда тебя голодомор устраивают, когда тебя прессуют постоянно, ты хочешь, не хочешь, но это не вера, это, как бы сказать... Вы понимаете, вот когда я в Рашке жил, тоже приходилось, как бы, да, сказать, жить как бы в этом выдуманной иллюзии в этом мире, да. Ну просто все там, да, как бы сказать, под радиацией, под этой, да, можно так сказать. И поэтому людям просто приходилось подчиняться этому. Но к концу 80-х они и сами немножко начали вожжи отпускать. И как бы сама эта идеология, она настолько уже себя изжила, изъела. И самое главное, они, да, самое главное, это вот эти вот сотрудники КГБ, да, вот эта вот партийная номенклатура, они же понимали, что они владеют огромными миллиардами средств, но они не могут жить, как на Западе люди живут. Они не могут позволить себе крутые какие-то машины, не могут себе яхты, виллы, ну, все, что сейчас они имеют. И поэтому они решили, а давайте, нахрена нам все это надо вообще? Кому этот нужен совок и вот это все, да? И в конце концов они, как бы сказать, ну, сделали это. Но, наверное, они не ожидали, что, как бы сказать, они пытались, наверное, сделать это мягче, чтобы удержать совок, все страны. Но, понимаете, это вот такая вот система, да, как сейчас в Рашке то же самое. Байрла, у меня столько сегодня подарков идет. Такая система, что у народов-то, понимаете, все равно самосознание есть. Вот даже сейчас, да, понимаете, да, и стать блокирует меня конкретно. Не было в планах у меня этим заниматься. О, ни хрена себе, мне сразу половину зрителей выбило. Как они это делают, я вот понять не могу. Какая-то технология у них есть. Какие-то массовые, видимо, они запросы делают, что ли. И таким образом... Я понимаю, когда у меня, знаете, трафик, да. Сейчас у меня 5G, да. И сегодня 1 июня. Сегодня, ну, как бы сказать, заново пришли... Ну, обновился трафик. Ну, и, в принципе, у меня тариф такой дорогой. Специально, да, чтобы стримы всякие вести, все такое. Но они как-то так делают. Ладно, сбивает вот в смысле, да, на самом деле. В общем, не планировал я этим заниматься, но пришлось. И когда распад совка был, понимаете, многие люди, ну, они, я думаю, и жили этим. Но, понимаете, когда немножко они вожжи отпустили, все, люди почувствовали, что можно. И началось. Но опять же, понимаете, они постарались поставить на все руководящие должности, не то что постарались, а получилось у них, да, своих людей. Но в каких-то странах, таких как Украина, допустим, в странах Балтии, удалось через время все-таки у народа, самого народа, да, украинского в странах Балтии, самосознание очень было на высоком уровне, и сам народ, ну, не стал вот это вот терпеть, вот этих вот ставленников Москвы. На самом деле из-за этого же конфликт происходит. Из-за того, что народ, кого там, Януковича не принял. Хотя Путин же поздравлял Януковича. Когда выбрали другого президента, он поздравлял Януковича. То есть он никак не мог в это поверить.
И смотрите, я вот сегодня несколько передач смотрел про, ну, как пытается все навешать на одного Путина. Вот якобы там, якобы только один Путин во всем виноват и так далее. Ну, нет, конечно. И сейчас они лепят такой образ. Понимаете, если бы это был не Путин, разницы нет. Все 3 ставленника, которые должны были Ельцина заменить, они все были из КГБ, из ФСБ были. Разницы бы не было. Какая разница-то? Это же все система одна. То есть вот, знаете, они хотят сделать, протолкнуть такую мысль, якобы это не человека зависит. Это не от одного человека, это система, понимаете, вот это вот КГБ, ФСБ, но которая опирается опять-таки на народную, как бы сказать, поддержку, по сути-то. Понимаете, рейтинг же растет у власти. Причем это, знаете, какими-то примитивными методами делается. Просто стоит Путина отправить в тур какой-то, да, по городам и весям, и все, сразу. Причем ситуация вообще не меняется. Понимаете, это как что-то такое напоминает, как будто бы рок-звезда какая-то, да, едет там, и все, рейтинг растет. То есть он до этого сидел, гасился где-то у себя в бункере, прятался. Ну и плюс вот это вот унижение от того, что пришлось Трампу звонить, договариваться насчет 9 мая. Зеленский разрешил. И после этого вот это вот турне началось, да, чтобы рейтинг поднять. И причем самое это вот, знаете, вот что удивительное, на самом деле ничего же не меняется. Разве меняется ситуация с бомбежками? Разве санкции кто-то снимает? Разве экономика лучше становится? Нет, ничего лучше не становится. Просто, я не знаю, то ли это вражки так действуют, то ли это во всем мире, но вот не во всем мире это точно. Хотя тоже Трампа каким-то образом выбрали. Это же тоже популист, если так взять. Обещал одно, а сейчас вообще какая-то другая у него история идет. Но тем не менее, понимаете, мне кажется, вот только вражке можно вот так вот бесконечно, постоянно врать и что-то планировать, и постоянно, как бы сказать, свою линию прогибать. Мне кажется, в этом плане, знаете, отчасти действительно русский народ, он в этом плане, как сказать, какая-то такая глубокая жертва, да, которые никогда свободы не знали, в отличие от других народов, и даже уже ничего не могут с этим сделать. Понимаете, их постоянно их прессуют, обманывают, и они ничего не могут с этим поделать никогда. Все другие народы выходят из-под этого рабства, да, уходят как-то. Ну, я согласен, что не до конца, конечно, получилось, все равно не под протекторатом, да, эти страны СНГ, можно так сказать. Ну вот, Азербайджан вырвался. Молодцы. При поддержке Турции, конечно. Но все равно. Они же сейчас прямо заявили о том, что они освободились от оккупации. Понимаете? Это очень мощное заявление. И они причем не боятся. Конечно, я знаю, что там вражки готовятся к тому, чтобы... Ну, сейчас у них сил нету разбираться с Азербайджаном там, или еще с кем-то. С Арменией, которая тоже стремительно уходит. Они пытаются тех, до кого у них еще руки дотягиваются, их давить. Оказывается, Казахстану не разрешают даже собственную армию иметь. Ну, в общем, я посмотрел 2 казахских деятелей, как иммигрантов, получается, которые оба уголовные дела у них. И, ну, стало понятно, что там вообще происходит в Казахстане. Ну, в принципе, это было ожидаемо.
Оказывается, вот этот вот ЕАЭС, который существует, он вообще никакой пользы для Казахстана, никаких других стран не несет, кроме Рашки. Потом, ну, полностью там, в общем, контролируется вся ситуация. В общем, в сфере влияния находится Рашки. Но то, что все-таки Сирия вырвалась, да, Венесуэла, очень сильно все-таки геополитическое это поражение рашкинское. Ну и плюс, конечно же, полный уход Украины. Не то чтобы уход даже, это полностью вражеская страна теперь для Рашки. Для нас это, конечно, наоборот, это хорошо. Поэтому там есть даже такие какие-то негативные мысли, что будут со стран Центральной Азии людей вербовать в рашкинскую армию, потому что в самой Рашке боятся вербовать. Ну, из-за того, что может бунт начаться. Но, если честно, знаете, они, вот свой народ, да, они как-то маринуют и ни туда, и ни сюда не делают. Видимо, боятся какие-то резкие движения делать. Мне, знаете, еще как кажется? Вот есть же какой-то гнилой сарай, да? Пока он как-то стоит худо-бедно, он еще вроде стоит. Но если ты громко хлопнешь дверью или что-нибудь туда повесишь, да, какую-нибудь куртку, да, он может развалиться, этот сарай. Мне сейчас Рашка напоминает вот такой вот какой-то гнилой сарай, который это... Ну вот реально там дверью хлопнешь, и он развалится весь. Поэтому они боятся и мобилизацию делать. Ну и, видимо, уже поздно. И, ну, полноценно в ГУЛАГ его это превращать. Потому что, ну, каких-то действительно таких резких же этих не происходит событий. Ничего они не делают. Они просто, как сказать, как будто бы плывут по течению, и все. Но рано или поздно куда-то это течение же выбьет, эту гнилую посудину под названием Рашка. Что-то-то... Экономика, смотрите, экономика самое главное, да? Понятное дело, что даже если перестанут платить пенсии, зарплаты, народ все равно не поднимется. Когда вот уже силовикам этим, да, перестанут платить бабки, вот тогда ситуация начнет меняться. Или когда совсем бабки перестанут приходить в республики наши оккупированные. Но я вот думаю, смотрите, бабки не будут приходить, а будут ли они природные ресурсы туда отправлять? Всю прибыль, как бы, да, нашу? Вот это вот непонятно. Но такие, как Цыденов, я уверен, что будут до последнего отправлять, даже ничего не получая взамен, все равно будут отправлять. Насчет Татарстана я и сомневаюсь, конечно, что оттуда, наверное, быстрее начнут люди уже как-то реагировать. Мне такое мнение. Ну, у нас какой-то манкурт вообще конченый, конечно. У нас там вообще, честно говоря, ну вот это действительно контрэлита мощная. У них никакого самосознания нету вообще. Я не знаю, как удалось именно в Бурятии вывести вот таких вот манкуртов. К сожалению, к нашему стыду и позору, наверное, со всех республик именно в Бурятии самые жесткие манкурты. Самые какие-то преданные вообще русским. Как они их так смогли воспитать, я не знаю. Но это печально. Никакого у них национального гордости нету вообще. Причем я не знаю. Мне кажется, для них, понимаете, вот смотрите, вот самих вот этих ФСБ даже, да, они же прекрасно понимают,
и я прекрасно понимаю, и мы прекрасно понимаем, да, что, ну, они оккупанты на нашей земле. Они пришли специально для того, чтобы удерживать насильно нас в своем составе, чтобы дальше продолжать грабить нашу территорию и, ну, по возможности ассимилировать нас, либо, ну, чтобы нас не стало, короче, чтобы нас как-то вывести. Так как они, как бы сказать, своих, ну, по сути, зная законы Рашки, да, то, что вот в 2018 году этот закон о том, что не обязательно бурятский язык изучать, ввели, и то, как вывозят все ресурсы, ну, по большому счету, не то чтобы их понять, а их мотивация понятна. Они пришли, они все не наши, не из Бурятии, да даже из Бурятии, если они, все равно. Это ультрашовинисты. Ну, я как бы, это, понимаете, это враги, получается, враги бурятского народа, ну и всех других народов. Они специально поставлены Москвой, самые такие лютые, чтобы жестко подавлять национальное самосознание. Таких, как я, они, конечно, ненавидят просто всей душой. А манкуртам, они, конечно, их не любят. Это глубокое заблуждение. Они их еще больше презирают. Потому что, понимаете, это у них... Я понял их суть вообще. Вот этот вот цинизм их и глумление. То есть, понимаете, они... Тех, кто им служит из национальных, как бы, республик, да, они на самом деле их презирают, по сути. Потому что они понимают, что они предатели, получается, своего народа собственного. И понимаете, они, как бы сказать, с двух сторон, получается, предатели. Они и для нас они еще хуже предатели, потому что они нас предают. А для ФСБ они тоже предатели. Потому что они собственный народ предают. Видите, какая штука? Потому что ФСБ-то русские служат своей стране, а буряты служат чужому господину, понимаете, оккупанту. Вот в чем разница. Ну, как, ну, представьте, немцы, когда оккупировали, да, совок этот, были же полицаи вражки, которые служили немцам. Ну, немцы же их тоже презирали, на самом деле. Тут то же самое. Такая вот история. Поэтому, конечно, больше у меня тоже больше презрения именно к вот этим бурятам-манкуртам, которые собственный народ ради русского мира, собственный народ готовы уничтожать. А эти понятно, что они цели своих не скрывают. Это все написано в документах, в законе, понимаете? Ну, если ты не идиот полный, и если ты почитаешь законы так называемой Российской Федерации, ты все очевидно для тебя станет. И как она поступает с нашей Конституцией, с Конституцией Республики Бурятия. Понимаете, к нам не то что уважение, к нам, бурятам, другим республикам, это просто, ну, это презрение полное, если честно. Это многие просто вытирают. А Конституция, а наш народ, в конце концов, по сути-то. И вот стоит таким, как я, что-то говорить, ну вот и начинается сразу же. Дела начинают заводить уголовные. Терроризм там шьют сразу же. Такие дела. Но я, знаете, вот сегодня об этом думал, да. Зато знаете в чем? Все равно время же пройдет, время нас всех рассудит. По крайней мере, для самого себя у меня есть какое-то, знаете, такая небольшая радость. В чем? В том, что будущие поколения, ну, таких как я, допустим, будут понимать, да, вот он, человек, рискнул там, да, все такое, попал в этот список и так далее, да. Но зато он ради своего народа что-то начал делать.
А вот эти манкурты, да, которые бабки получают сейчас, живут в шоколаде, предали свой народ, они будут преданы просто позору, поэтому они будут презираемы в будущем. И поэтому они так за русский мир держатся. Потому что, понимаете, они, ну, конечно, они в жалком положении находятся, если честно. Потому что русский мир уйдет, и, ну, они просто... С них же будет просто, по большому счету. ФСБ, я думаю, сразу сольются. Вы что думаете? Ну, по крайней мере, старший офицерский состав. Они будут дожидаться, пока там кто-то захочет разбираться с народом, что ли. Ну, конечно, по сути, что интересует-то в Бурятии? Самое главное, интересует именно наши ресурсы природные. Лес, золото, нефрит и так далее. За вот это, конечно, борьба будет. За наши природные ресурсы. Всякие ЧВК, наверное, будут там или еще что-нибудь. Ну, с самого ФСБ этого тоже оружие валом. Ну, а которые офицерье всякое, да, я думаю, они просто как-то будут издалека за этим наблюдать. Ну, кто захочет сам рисковать своей жопой, согласитесь, когда они все миллионеры, миллиардеры на этом... Они же, как бы сказать, не просто так там служат. Они получают за это огромные бабки. Ну, с долю с этого всего имеют. Это же принцип мафии вообще, вся Рашка. Как выстроена-то она. Но у них... в принципе, я думаю... вот недавно еще узнавал про это. Я, знаете, еще всегда думал, почему... В Рашке именно, да? Ну, представляете, 21 век. А вот вы посмотрите новости. Каждое лето что происходит? Что в Бурятии, что в других республиках. Лес горит. И вот если вы поймете сам принцип, да, Рашка раньше, да, занималась подсечно-огневым земледелием. То есть это что значит? Они лес вырубали, и на месте этого леса, я не хочу сейчас русских оскорблять, я просто расскажу, как это все сложилось, да. Это, кстати, тоже некоторые историки об этом говорили. Я это вдруг вспомнил, и в голове у меня уложилось. Вот этим занимались подсечно-огневым земледелием. Это что значит? Лес вырубают, и 2-3 года на этом месте можно сажать, будет хороший урожай. Потом они всю эту землю бросают и уходят. То есть, понимаете, у нас же разная была философия. Вот мы, кочевники, да, мы вот такой вообще у нас не приветствовалось. Землю копать даже нельзя было. Почему такая обувь-то была с этим? Наверх носки смотрели, чтобы ты землю не задел. Ветки нельзя ломать и так далее. А вот эта культура совсем другая. И они использовали как бы землю, ну, вообще беспощадно. То есть они не могли ее, видимо, она не плодородная у них земля была в самой Рашке. Ну, вот этой центральной России, да. И они вот таким способом прорывались. То есть лес уничтожали, 2-3 года там сажали, и все, и дальше уходили. То есть поэтому, я так понял потом, понимаете, когда это вот так вот очень долго продолжается, в культурном коде сохраняется, как бы сказать, память о том, что окружающая среда, она для тебя ничего не значит, понимаете? У нас же вот это вот самое главное, у нас сильное различие в менталитете. То есть для бурят, для кочевых народов уничтожать природу, загрязнять пруды, там, водоемы, ну, это вообще не приветствуется, это вообще грех очень сильный. В Рашке наоборот все. И поэтому с вот этими вот лесными пожарами никто не борется. И посмотрите, во что сейчас Бурятия, вообще вся Сибирь превращается. Это какая-то пустыня будет. И об этом уже сколько роликов вышло, да, что там вырубки лесов идут мощные. Все же в Китай идет. В самой Бурятии сколько уже там, скоро весь лес, вообще всю тайгу там вырубят.
Сейчас уже добрались до Байкала. На Байкале начали лес вырубать. А понимаете, вот какая психология-то? Это люди, как бы сказать, временщики. Сами по себе у них такая психология. Они вырубают этот лес и уходят потом. Бросают его. Ничего не делают, не восстанавливают. И поэтому им плевать на этот лес. Потому что как они его вырубают варварски? Они же его сперва сами поджигают, а потом вот этот вот горельник лес, потом его вырубают. И никто ничего не может сделать. Потому что на самом деле это же все... Кто этим занимается-то? Сама вот эта вот семейка Путиных и так далее. Ну и нисходящие тоже. То есть это люди, понимаете, психология какая? Это люди временщики, действительно. И это вот знаете, вот как Николай Никулин описывал в своей книге, когда, ну, получается, совки шли на Германию, на Европу вообще, они, ну, сами понимаете, кто, да, ходили по-большому в... Вот есть же сервизы, да, вот эти вот фамильные, дорогие, в такие дома залазили и туда ходили по-большому, понимаете? В кровати ходили, в дорогие и так далее. Это вот, ну, не каждый, наверное, человек, да, вот до такого догадается. Я понимаю, да, наверное, была, конечно, зависть, что вот так немцы живут, так хорошо, да, и так далее. Но что-то, какая-то патология в этом все-таки есть. Ну, если вот так просто рассудить. Для чего это делали? Плюс, это все просто не раскрывалось же. Об этом не... Это надо тоже кино снимать, про это рассказывать, как все было на самом деле. Просто выставляют одних немцев. А что сами совки-то творили на оккупированной территории? Они как будто были это хорошие люди, да? И также насиловали, также убивали, если не хуже были, на самом-то деле. В той же Польше, в странах Балтии, да и в Германии потом. Творили беспредел, похуже фашистов. Ну, как бы и сами были фашисты, по сути. И, понимаете, вот когда я вчера-сегодня слушал про Казахстан, я думаю, это во всех республиках одна и та же история. Понимаете, вот эта высшая номенклатура, да, которая сейчас, получается, и в Казахстане, и в других республиках, ну и у нас в Бурятии, в частности, да вообще везде, это потомки тех НКВДшников, которые помогали репрессии устраивать. Понимаете? Вот почему они так и держатся. На них всех есть же компромат. И они выросли в этой вот философии, получается, психологии именно оккупантов. Тот же БНД возьмите. Смотрите, он закончил ЛВПУ, да, Ленинградское военно-политическое училище. Он политрук профессиональный. Ну, я думаю, смотрите еще, как это делалось, да, я еще одно там смотрел видео. На Запад, в Европу, в США, да и другие страны очень много агентуры засылается сейчас и засылалось. Бывших ментов, ну, якобы бывших ментов, которые все равно работают. Ну, и так в целом всякой разной агентуры под видом политбеженцев. И они тоже там для каких-то целей сидят. Либо провокации устраивать, да, в Европе, либо просто контролировать свою диаспору там. Поэтому тоже надо быть аккуратнее на самом деле. Ну, понятное дело, что если ты за границей, тебе вряд ли что-то грозит.
Просто надо это иметь в виду, что таких засланных всяких агентуры полно будет. В Монголии целый дом такой, получается, коттедж был, где вот, ну, мое такое мнение, да, готовили вот эту, на отправку агентуру эту. Да, и про этого БНД я не досказал. Понимаете, если этот человек в такое ЛВПУ, невозможно было бы попасть, не имея родственников. Не то, что даже родственников, а, ну да, родственников. Это, как сказать, семейное получается у них. Дед, скорее всего, НКВД работал. Отец тоже где-то в органах. И он продолжает эту традицию, как бы. Он для этого, штучный товар для этого и создан был, для такой работы. Поэтому, конечно, они, понимаете, вот когда... Вообще, почему экстренно на меня второе дело завели? Вероятнее всего. Ну, наверное, завели, раз звездочка не просто так появилась там. Я же, видите, какую-то ударную неделю выдал, где-то 2 недели назад. Каждый день ролики записывал, стримы делал часто. Короче, решил прямо это... Ну, время появилось как бы. И мне надо было маленько фокус сбить со своего проекта. Надо было отвлечься. Поэтому я так конкретно занялся ютубом своим. Но, понимаете, когда я вот такую начинаю активность, ролики снимать, в стримы выходить, там вообще кипиш у них начинается в конторе. Они сразу все свои контакты, всю свою агентуру на уши поднимают. И те тоже вынуждены выходить в стримы параллельно, да, со мной. Либо это просто смешно. Либо параллельно выходить, либо заранее, либо позже. Там кипиш, короче, творится. То есть они должны показывать работу, результат своей работы. Такие дела. Поэтому, видите, бедный БНД там сидит. Мог бы отдыхать, если бы я не выходил в стримы. А вот приходится ему тоже напрягаться, что-то выходить, что-то делать, что-то говорить. Ну и если говорить именно про фейковые организации за независимость, понимаете, я уже давно это заметил. Это же на самом деле та же бюрократия. Вот, смотрите, бюрократия, которые без пинка ничего не делают. Имеется в виду от начальства. Смотрите, видите, они палятся на длинной дистанции, когда долго идет. Почему? Потому что они ничего не делают. Их задача в чем? Их задача только когда экстренная ситуация происходит, ну, типа мобилизация или еще что-то, когда народ начинает что-то делать, да, объединяться, там, митинги, не митинги. Их задача в этот момент вылезти и стянуть все внимание на себя, что вот они есть, там, типа Фрибурятия, там, РХТН какой-нибудь, Тузгар, неважно, без разницы, или Вика Молодая, появиться и сказать, вот, мы тут протест, мы лидеры, слушайте все нас, все делайте, как мы говорим. До этого они ничего не будут делать, они будут просто сидеть, ну, так же, как это... Так же, как получается и сам Путин, и как все чиновники, вражки. По сути, смотрите, по-настоящему же никто ничего не решает, никакие проблемы-то. Они как есть, так и есть. Санкции никто снять не может, ничего с этим порешать не может. Экономику они не могут ничего сделать. Ну, они не смогут с этим, вообще никак не смогут ее поднять. Может быть, для этого они сейчас и делают вот эту перестройку 2, готовятся, по крайней мере, к ней. Ну, вот этого пыню сливает Путина. Короче,
На длинной дистанции видно, что контрэлиты, они не занимаются работой, они даже ролики не записывают. Ну, только вот вынуждены реагировать. А почему? А потому что у них нет такой задачи, понимаете? Никто не ставил задачу что-то делать, что-то работать. Они просто должны заниматься видимостью, с кем-то ругаться там, что там делать. Что-то, какие-то беспонтовые мероприятия ходить, которые ничего не решают. Ну, просто какой-то видимостью, короче. И при этом создавать какой-то умный вид. В общем, так. Так я не замечаю, что какая-то действительно польза от них вообще всех есть. Наоборот, когда начинается какая-то движуха, они сразу же начинают все сливать. Все митинги, все объединения и так далее. Поэтому они больше... Ну, они как бы для этого и созданы вообще. Для того, чтобы просто перетягивать на себя все внимание. Ну, это, естественно, и в самой рашкинской этой информационном пространстве то же самое. По большому счету, они что-то все анализируют, что-то говорят, но пока ничего не меняется, если так взять. Но, тем не менее, что делать-то? Смотреть, пока наше дело остается, просвещаться. Ну и самое главное, видите, я же предлагаю вот это вот горизонтальные связи. В общем, смотрите, если бы я еще просто сидел и всех ругал, это бы для ФСБ было бы еще терпимо. Но то, что я вот это предлагаю, объединение и так далее, это сразу, понимаете, это сразу как острый нож. Поэтому они сразу начинают жестко реагировать. Сразу начинают повторные дела заводить или еще что-то. Ну вот как-то так. Представляете, вот они, оказывается, настолько сильно боятся просто информации. Я даже этого не предполагал, что они настолько жестко реагируют сразу. Ну и, видимо, я так думаю, до какого-то момента они же не обращали внимания, по большому счету. Им, ну, как сказать, с одной стороны, так и должно быть, да, типа логично. Типа, если они такие сильные, то что им обращать внимание на блогеров, на режиссеров? Ну, говорят, что меняется. А сейчас они не могут это себе позволить. То есть вот я говорю, и они сразу начинают что-то придумывать, что-то делать. Главное им, чтобы я не говорил ничего, чтобы замолчал. Ну и другие тоже. В общем, так. Но самое-то главное, видите, дело-то все равно уже сделано. Я уже сколько этих стримов провел. И ладно, они в записи есть, но люди-то их уже все равно посмотрели. Посмотрели и имеют информацию. Самое главное, чтобы не было такого, знаете, как посмотрел и все из головы вылетело. То есть, чтобы люди запоминали, что вообще, суть-то какая. Ну, суть она очень простая. Вот эти люди, которые занимались подсечно-огневым земледелием, в какой-то момент после падения Монгольской империи, когда, получается, Монгольская империя ослабла, они смогли потихонечку, очень долго, с большими потерями, используя европейские оружия, оккупировать эти все территории. Но дальше, естественно, продвигаться они уже не смогли, потому что ни с одной европейской страной, ни с Японией, у которых было паритетное вооружение, они не смогли конкурировать ни с кем. Они даже не смогли при всей своей мощи в 1940 году, они даже не смогли Финляндию захватить. Представляете? Сталин, вот этот вот, которого они так восхваляют, которого они так любят, да? Он не смог ничего сделать с Финляндией.
Обломался он. Почему? Потому что финны подготовились, потому что Маннергейм был. Хотя там тоже, знаете, я вот смотрел как-то, очень мощная там была работа как это, дезорганизации, короче. Туда были засланы вот эти вот все хорошие русские, которые везде сейчас, да. Кстати, знаете, вот это вот, я, знаете, с одной стороны всегда думаю, ну, стараюсь не связывать людей искусства, да, там, Звягинцева, допустим, еще кого-то, вот этого, который Оскар получил. Но по большому счету, если смотреть на это как на спецоперацию, а Рашка именно вот в спецоперациях своих, она действительно хороша. Понимаете, у них же на самом деле, они, понимаете, никогда именно силового у них такого преимущества никогда не было, по большому счету. У них что было-то? Было преимущество в количестве и по большому счету все. То есть они никогда вооружение свои, ну, как сейчас выясняется, не могли делать хорошо. Почему? Потому что они все это пытались копировать. Копировали плохо. Из рук вон плохо. Почему? Потому что они ученых своих. Это были не ученые, которые сами бы хотели заниматься, да, наукой и так далее. Это люди были, которые в шарашки на эти конторы загоняли, ну, которых, по сути, в ГУЛАГе сидели. И заставляли их что-то там делать. А у тебя какая мотивация будет? И что-то не так сделал, тебя расстреляли, или голодом там морят, или еще что-то. Вот такие вот дела. И ты оттуда никуда не сорвешься в этом ГУЛАГе-то. Поэтому Рашка, она, ну, как бы сказать, всегда прекрасно понимала, на самом-то деле, какая у нее реальная сила. И полагались они всегда именно на вот эту вот свою агентуру. Но, по большому счету, если из открытых даже источников начинать все это изучать, что да как, и эта агентура-то их тоже не будет казаться какой-то гениальной. Просто надо этому время посвятить и слушать хорошие источники. И, ну, свой собственный анализ тоже проводить. В общем, так. Поэтому не сказать. Просто, знаете, вот Рашка, она еще... чем она... что ее характеризует? Они еще со времен оккупации Бурятии, там, Саха, славятся чем? Они могут... Они, во-первых, людей, им не жалко людей. И они в этом плане какие-то бронелобые. То есть они могут, вот как в Чечне, допустим, проиграли, да, первую чеченскую, потом взять перемирие. Поэтому сейчас, кстати, тоже вот надо Украине на это внимание обратить. То есть если сейчас Рашка запросит мир, перемирие, надо им понимать, что для чего она будет это делать, Рашка? Для того, чтобы накопить силы и потом опять ударить, короче. Поэтому, ну, русским верить нельзя в этом плане вообще. Такой народ, они очень, ну, я не знаю, по отдельности, может, и хорошие есть люди, но вот их государство, это очень такие твердолобые люди, упрямые, им абсолютно не жалко человеческий ресурс. Там даже вопрос такой не стоит. Надо 1 миллион убить, они 1 миллион отправят на убой. Вообще не проблема. Надо 10, они и 10 отправят. И почему-то их собственное население, которое отправляет на убой, они, как сказать, ну, к этому тоже нормально относятся. Я, правда, не понимаю, почему. Но как-то нормально. Это, видимо, вот как-то сформировалось тоже культурный код какой-то. Я не знаю, почему. Ну вот, у них как-то так. Страшный народ, по большому счету.
который не знает ни жалости вообще ни к себе, ни к кому-либо, ни к природе. Вот я еще мысль-то свою не дорассказал. Вот эти вот люди, которые занимались подсечно-огневым этим земледелием, которые вырубали природу вообще абсолютно безжалостно, уничтожали свой народ, чужие народы. Вот они с такой вот психологией как бы и дожили до 21 века. И через свои же собственные принципы, да, там, заклинания всякие, лишь бы не было войны и так далее. Они через все это перешагнули и спокойно и живут, продолжают жить. И даже не понимают, что вообще происходит. Поэтому, я не знаю, такой огромный пласт населения, мне кажется, невозможно ни перевоспитать, ни изменить. Но и не надо на самом деле. Нашим всем народам при падении режима, а все равно это все случится рано или поздно, не надо верить контрэлитам, брать все в свои руки и выходить нахрен из этой рашки, пока живы, пока целы еще. С ними бесполезно. Они все равно, их цель какая? Уничтожение полное наших народов. Они на всех оккупированных территориях первым делом язык уничтожают. Потому что через язык уничтожается самосознание, самоидентичность. Уничтожает язык, культуру, носители культуры, тех людей, которые думающие. Сразу начинает репрессии устраивать. И не зря же они во всех наших республиках сперва запретили нашу письменность, а потом на латиницу посадили, а потом на кириллицу, чтобы мы оторвались как бы от своей культуры, от своего языка и как бы в русский мир пошли. Вот как-то так. То есть это на самом деле надо просто четко осознавать, кто это вообще, да, какая у них цель глобальная, и что они делают для этого, и какими методами они пользуются. Вот, на примере моем можете видеть прекрасно, как что происходит. Такие вот дела. А взамен они никогда ничего не дают. Всегда это только для видимости. Никогда они ничего не строили. У них даже, понимаете, планов никогда не было строить там школы какие-то или еще что-то. Если они что-то и делают, то школы именно на русском языке делают. Для чего? Для того, чтобы вот этот вот народ усмирить и в своих целях использовать. Для чего буряты в итоге оказались нужны русским? Для того, чтобы их на войну отправлять, на войны отправлять. И так и было всегда. Сколько они сгноили, получается, во Второй мировой войне наших бурят. По большому счету, нахрена нам-то надо было воевать, всем нашим народам? Это же русские хотели воевать. Русские в Польшу вторгались, в Финляндию. Не было никакого советского народа. Мы, получается, нас насильно мобилизовали. Еще смотрите, в 1937 году были такие репрессии, да? А в 1941 году как будто бы народы наши захотели сами добровольно пойти воевать, да? За совок за этот. Нет, конечно. Просто заставляли, мобилизовывали, а потом, начали снимать вот эти все фильмы, якобы там патриотические, все такое. Часто мы все видим, как на самом деле все происходит в Рашкинской армии. Я уверен, что то же самое тогда и происходило, что сейчас. Только тогда, понимаете, все-таки они немножко сейчас же ослабили, получается, в 90-х годах позже. А тогда, 30-е годы, нет, жестко было. Репрессии были, НКВД было. То есть они никому деньги, естественно, не платили, так заставляли воевать. Вот, типа напали там. Ничего, что до этого вместе с немцами в Польшу оккупировали, Финляндию оккупировали. И потом вдруг немцы на них напали. Бред, конечно, полный. Такие вот дела. Сами видите, как все это происходит. И они от своего не отступаются. Своя какая-то у них такая вот твердолобая у них есть установка на это.
Но, в принципе, я думаю, мы просто должны все понимать, вот то, что они делают в Украине, да, они везде это повторяли, один и тот же сценарий. И в Чечне, и в Афганистане, и где только, и в Грузии. Вот это вот. Послушайте Курочкину, что он там рассказывает. Это пипец был. Как они в 90-х годах мочили и грузинов, и русских. Ну, все, кто там попадется. Еще говорили, свободы захотели и уничтожали их, просто геноцид им устраивали. Тоже Голодомор там устроили в 90-х годах. Никто про это не знает. Она постоянно рассказывает. Ну, это надо, понимаете, это действительно надо такой календарь репрессий всех народов, чтобы это изучалось. Но пока до этого дойдет, я не знаю. У них, понимаете, во всех наших республиках, вот эта вот вся контрэлита, все их ставленники, получается, сидят. И за рубежом все эти вот якобы борцы за независимость, в основном, ну, я так считаю. Потому что, ну, я не знаю даже. Никто бы со мной, наверное, не стал бы в какой-то в клинч входить. Могли бы просто поговорить. Они никогда не пытались со мной нормально разговаривать. Они сразу начали как-то агрессивно, короче, себя вести. Ну, понятно потом стало, что чьи они интересы представляют на самом деле. Просто у спецслужб нету, именно у ФСБ, я не знаю, конечно, про другие как, но у них такая установка, что, как сказать, они только давят и все, ни другого не бывает. У них такая психология вообще, только давить и все. С ними, мне кажется, вообще, да я уверен просто в этом, невозможно никак договориться. У них, как сказать, они в этом плане вообще максималисты полные. У них не бывает каких-то... Не, ну, конечно, когда их мочат совсем, да? Помните, когда они отступали из-под Киева-то, когда их разгромили там? Ну, это армия, конечно, не само ФСБ. Но вообще в целом у них вот такая психология. Просто переть вперед и все, как броня полная. Несмотря ни на что. Но опять же, смотря с кем. США они такое себе не могут позволить. Они могут просто тявкать туда. А по-настоящему, ну... Я вот в этом плане поэтому не верю, что они на страны Балтии нападут. Потому что, видите, у Трампа тоже непредсказуемый он. А вдруг он вот эту вот 5-ю поправку свою НАТО реализует, и все, и начнется. Все равно, понимаете, потенциал-то мощный у Европы, у НАТО, у США. США видели вот... Чем Рашка сможет ответить США, если они вот такие начнут бомбардировки? Подвезут поближе свои самолеты и просто начнут Рашку бомбить. А там бомби не хочу, там уже украинцы сколько сделали. Вот США-то просто тоже нельзя недооценивать. Ну и Украину сразу начнут снабжать совсем по-другому, начнут ей подкидывать оружие, томагавки дадут. Ну там вообще другой разговор начнется. Просто, знаете, мне кажется, как-то им удалось убедить вражки, да, что, ну, типа, зачем вам вообще Украина, да, зачем вам вот эти все страны? Давайте мы их, типа, заново подожмем. Ну, это, типа, для народа надо, чтобы они, вот, верили, что вот такой несменный лидер, такая мощная структура, да. Но никто не ожидал, что сама Украина так себя покажет.
То есть, по большому-то счету, слили же Украину. Но они выстояли, и все. А здесь уже ничего нельзя сделать, когда сам народ сопротивляется. Вот поэтому наши народы тоже не должны быть такими безвольными. Это все равно от народа же тоже зависит. Я понимаю, да, вражки, конечно, вот их главная эта задача в чем? Что русские, что другие народы, они что сделали? Заставили думать, что ничего не зависит от людей, что надо просто, как сказать, быть атомизированными, не сплачиваться, не создавать горизонтальные связи. Ну, просто надо, как бы сказать, подчиниться просто и все русскому миру. Но, как мы видим, Украина не делает этого ничего и выигрывает, в конце концов. А почему? А потому что, ну да, ты вот такое общество создал, да, как они хотели. Я вот сегодня одного этого слушал тоже, ФСБшника. Этот Макс они давным-давно хотели создать. Они вот давно хотели полный контроль устроить, да. Им как бы с одной стороны на руку эта война, то что они Макс свой смогли внедрить, жесткое репрессивное, еще более репрессивное законодательство и так далее. Ну, много чего они реализовали. Но понимаете, у них как голова-то работает, все их ведомства, что вот все запретим, и само оно должно как-то развиваться. Но общество-то, оно же не состоит из одних ментов и ФСБшников. Кто-то должен печь хлеб, кто-то должен людей возить, кто-то что-то должен делать. А если ты всех задушил, не даешь ни бизнесу работать, ни какие-то услуги оказывать, то кого ты будешь в итоге, как сказать, напрягать-то, если все в конце концов обеднеют, нищета это все станет, если людям жрать нечего будет. И, конечно, у них, как бы сказать, замысел такой, что на природных ресурсах просто держаться. Но опять-таки все равно санкции свое дело потихоньку делают. Сейчас еще посмотрим, что будет с нефтяным кризисом. Ну, к июню вроде обещают, что там пипец будет по бензину. Посмотрим, что будет. Июнь же вот уже начался. В конце июня вроде как. Посмотрим. Но с бензином вообще тяжко. В Центральной Рашке, видимо, тоже скоро такая история начнется. Ну, везде, видимо. В этом плане, конечно, Украина молодцы вообще. Гасят просто эту инфраструктуру. Это очень хорошо, на самом деле. Почему? Потому что чем больше они там уничтожат, желательно на очень долго, тем потом нашим всем народам легче будет освобождаться. Они же все равно Центральную Рашку гасят-то, по большому счету. Пускай этих всех оккупантов. Ну, по большому счету, знаете, вот, может быть, конечно, вот эти с Центральной Рашки люди обидятся, но, понимаете, я-то рассуждаю с точки зрения своего народа. Вы же Бурятию, другие республики грабите, наш народ за свои интересы отправляете воевать. Вам нет дела до бурятов, до других народов. Почему я должен жалеть русских там с Центральной Рашки или еще кого-то? Мне абсолютно тоже не будет жалко. Потому что, это вот миф, да, что там многонациональная страна. Бред это все. Никогда она не была многонациональной страной. Никогда к нам хорошо не относились. Да и не планировали даже. Все просто бред. Просто проговаривали, да, как бы сказать, как заученную какую-то фразу. Вот, многонациональная страна и так далее. А на самом-то деле, что отношение всегда было... вот недавно в Москве
какую-то девчонку избили просто. Какие-то бабы. Бурятку, девчонку, малолетку. Какие-то бабы избили. Еще и хотят ее сейчас прессануть, чтобы она заявление не писала, еще что-то. А я просто не понимаю таких бурят тоже. В такой националистической стране еще в Москве жить. Многие умные буряты уже оттуда съехали. Поэтому там ловить нечего. Что вы там, что они там хотят добиться-то? Что вот этот взрыв ультранацизма будет? Что их там начнут убивать, что ли? Возвращайтесь пока целы к себе домой. От этих националистов, шовинистов ничего хорошего не дождешься. Они еще считают за благо, что отправляют наших бурятов. Многие же как говорят, вот, пускай буряты едут, типа русские пусть целые остаются. Вот их истинное отношение к бурятам и к другим народам. Поэтому я считаю, что центральную Урашку, если там бомбят, гасят, это хорошо. Так и должно быть. Ну, какая, как бы сказать, хорошее отношение к оккупантам может быть, согласитесь? Почему я должен к ним... Ну да, наверное, жалко будет там детей, женщин и все такое. Но понимаете, они по-хорошему просто не понимают. У украинцев другого выхода нету. Вот как-то так. Такие дела. Ну ладно, на сегодня, наверное, все. За ночь идут. На сегодня все. Байырла. Сегодня у меня еще и подарки пришли. Ихы байырла. За ночь идут. Дахин утра байырты.